Столько добрых слов, что надо оглянуться, о ком ты говоришь. Хаджи Мурат Гацалов, в первую очередь, осетин или мусульманин? Прям с этого начинаем, да? Прямо с этого. Мы сегодня, с вашего позволения, поговорим о дружбе в целом, об этом понятии, но об этом чуть попозже. Вот люди это не понимают. Из родственников, из числа не мусульман, многие ли за счет вас лично приняли ислам? Это однозначно так, конечно. Наверное, есть какая-то определенная сложность в восстановлении добрососедских отношений, о котором мы говорили ранее, из-за инцидента 92 года. Прийти в религию, обрести в своей душе Аллаха Всевышнего. Когда вы намереваетесь согрешить, о чем вы вспоминаете? Какие строки из Священного Корана? Самое великое состояние человека верующего, что он понимает, что за ним все время наблюдает Всевышний Аллах. Как часто вы бываете в ингушских семьях, в гостях? Благожелательно нас встречают, и мы тоже радуемся. Вы знакомы с Хамзатом Чумаковым? И если мы нашими словами с тобой какую-то лепту внесем в улучшения добрососедских отношений, я буду только рад. Вот этот момент надо переломить абсолютно. И пропаганда должна быть государственная. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Хаджи Мурат Харумович, я вас знаю достаточно давно, но в последнее время, в связи с тем, что вы часто даете интервью и блогерам, и в других каких-то источниках, плюс появляется очень много нарезок, отрывков из вашего интервью в интернете, я стал еще больше и чаще вас видеть. И я вижу вас очень грамотного, умного человека, который достаточно по-философски мыслит. И мне на сегодняшний день очень приятно сейчас с вами познакомиться вживую и эту беседу провести вдвойне будет приятнее. Столько добрых слов, что надо оглянуться, о ком ты говоришь. Я хочу поправить, что это немного интервью. Интервью я даю, наверное, в таком же количестве, как и раньше. Просто ребята начали резать вот эти релсы, и они поднимают старые интервью, другие поднимают, и поэтому ощущение, что это все сегодня выплюнулось в интернет, я сам удивлен. Ну, раз людям приносит пользу, пусть так оно и будет. Это приносит пользу, я это замечаю. Да, я слыхал об этом. Мы сегодня, с вашего позволения, поговорим о дружбе в целом, об этом понятии, но об этом чуть попозже. Первый вопрос, который я хотел бы задать. Хаджи Мурат Гацалов, в первую очередь, осетин или мусульманин? Прям с этого начинаем, да? Прямо с этого начинаем. Я этот вопрос часто слышу. И он всегда мне вызывает немного недоумения, потому что, не обидеть, чтобы тех, кто задает этот вопрос, он чуть-чуть не того уровня. Человек создан Всевышним Аллахом, так же? Да. Ипостась человека – это физическое тело его, вторая ипостась – это духовное тело. Вот этот вопрос отвечает. Человек никогда не перестает быть той национальности, которой он был рожден от Всевышнего Аллаха, по его помощью, и не перестает быть приверженцем той религии, к которой он пришел. Поэтому здесь не может стоять вопроса больше того контента или больше этого. Нет, человек обладатель этих двух ипостасей. Мы же никуда не денемся от нашей культуры, которая она была раньше. Ни вы, ни мы, ни другие национальности. Мы никуда не денемся от нашей религии. И когда мы исповедуем нашу религию,
на том уровне, на котором она до нас доносится, который необходим, этот вопрос отпадает же. Абсолютно. И мы из той нашей, лично своей национальной культуры не берем то, что не вмещается в каноны ислама. Потому что это уже наносное, это уже сегодняшнее, это не то, как жили наши предки. Поэтому я считаю, что вопроса и диссонанса никакого не может быть. У меня никаких нет ощущений, что я там как-то не такой или здесь как-то не такой, ни в своей национальной ипостаси, ни в религиозной, духовной ипостаси мусульманина. Я вот так отвечаю. Каждый человек, который верующий, любой национальности и любой веры, эти две ипостаси присутствуют. Он является рожденным от кого-то и принадлежит к религии, да, какой-то, какую он выбрал для себя. Если будем все время этим вопросом задаваться, будет какое-то Разделение. ну, не то, что разделение, но человек будет, как бы, ну, вот, самого себя, он будет постоянно себя спрашивать, здесь я прав, здесь не прав. Ты везде прав. Твоя национальность тебе Господь дал, Всевышний Аллах тебе ее дал, как и религию. Если ты понимаешь и к своему физическому телу, биологическому, относишься с точки зрения своей религии, своего шариата, никаких проблем же нет. Но если передавливаешь своей религии, проявляется что? Национализм. Все верно. Если ты увеличиваешь то, что находится в исламе, радикализм. Это четкий баланс же. Аллах создал человека таким и дал ему. Он-то все знает лучше, чем мы. Я считаю, этим вопросом задаваться не надо. Надо другим вопросом задаваться. Когда этот вопрос приходит человеку на ум, он должен задуматься, а полностью ли я мусульманин? Раз я задаю такой вопрос. Я думаю, с сегодняшним своим ответом вы точно поставили точку с этим ответом на этот вопрос. Я думаю, в дальнейшем, наверное, никто больше его задавать не будет. Я ж прав, я надеюсь. Так. Я Если согласен, ты полностью следуешь канонам своей религии, а там все прописано. Да, все верно. Всевышний Аллах сказал, я вас создал разными народами и племенами. Он же создал нас разными народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. А как можно друг друга познавать? Только с любви, только в любви, только в уважении. А это прописано в нашей религии. Уважайте друг друга, любите друг друга, желайте блага друг другу. Вот если мы это будем делать, никаких вопросов уже не возникает. У меня был следующий вопрос, который, в принципе, вытекает и из первого тоже. Что в первую очередь важнее для вас лично? Интересы уммы или интересы своего народа, своей национальности? В целом, я думаю, мы ответили и на это тоже в предыдущем вопросе. Я тоже так думаю, что я на это ответил. Если мы не отходим от канонов своей религии, там умещается и наша ума, и наша национальность, и наша культура, и все то, чем мы владеем, и то, что мы должны донести до следующих поколений. Самое лучшее. Все верно. Я с этим согласен. Всегда вызывал интерес вопрос, каково иметь родственников не мусульман? И вообще бывают ли какие-то разногласия из-за этого? Вот есть в вашей семье, условно, семья, я имею в виду не конкретно вашей, а в целом, в вашем роду. Вы мусульманин, возможно, есть не мусульманин. И когда обсуждается какой-то тот или иной вопрос, у одного свое видение, у другого свое видение. Какие-то разногласия из-за этого бывают? Ну, во-первых, когда бытность цивилизации, когда по этой земле ходил пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалам, вокруг него было очень много немусульман. Вокруг него было очень много представителей других религий. И иудаизма, и часть христиан было, многобожники были. И он показывал пример того, как надо относиться к людям. Прежде всего, как к человеку. Делать благо, делать добро, отвечать на зло благим, увещевать этих людей. То есть он показывал, как надо относиться к людям, и религиозным, и нерелигиозным. Любить их Господь создал. Многие вопросы снимаются после этого, когда человек идет этим путем. Мы знаем из наших великих ученых, которые говорили, даже человек грешный, но доброжелательный, добрый, он ближе к мусульманину, чем тот же мусульманин, который старается быть безгрешным, но он жесток, он недобр в отношениях, тон у него не тот. Так же. Да? И нам сказано, улучшайте свой нрав. И Господь наш представил нашего пророка, саллаху алейхи вассалам, как сказано было.
Ты послан, чтобы поднять нрав людей, улучшить нрав людей. Это часть ответа на этот вопрос. Когда ты относишься к этим людям вот в таком тоне, то они понимают, что ты, наверное, прав. Они понимают, что с тобой приятнее разговаривать. Они начинают понимать, что, наверное, та религия, которую ты несешь, адептом которой ты являешься, она тебя на это сподвигает. Вопросы какие-то бытовые, которые уходят и не приветствуют исламу, они, конечно, бывают. Конечно, бывает их немало. Но мы четко объясняем, что этого делать не надо. Наше поведение об этом говорит. Никакой там ругани нету, никаких там таких склок нету. Но мы четко стоим. Эти вопросы стоят, они ставятся перед обществом, что этого делать нельзя. Не то, что мы этого не делаем, и вам этого не следует делать. И это ни в коей религии не приветствуется. Как тоже и спиртное, и все остальные вещи. Мы стараемся благим увещеванием на это действовать. Получается. А такое, что было человек, что он в другой религии, твой родственник, и прекращать связи с ним же нельзя. Мы же не имеем права разрывать связь. Там не сказано. Нам сказано как? Не разрывать родственных связей. Не сказано нам с немусульманами, еще с кем-то. Нам сказано, не разрывайте родственных связей. Более всего за родственные связи держатся мусульмане. Потому что нам это сказано. Другой человек повернулся, отвернулся. Все, ты мне не брат, ты мне не родственник. Мы этого не можем говорить. Мы этого не можем делать, и поэтому мы стараемся какими-то другими путями эти конфликты решать. Они есть, они бывают. Хаджи Мурат Харумович, я смотрел ваше интервью, одно из. Вы сказали, что к вам часто обращаются за советом, в том числе и не мусульмане. Вот было бы интересно узнать, что чаще всего вас спрашивают люди другой конфессии. Приходят, да, за советом приходят, я скажу, что в духовное управление в основном приходят не мусульмане. Потому что мусульмане приходят в мечеть. Они знают, я здесь постоянно. А туда приходят очень много и взрослые, и старый млад, как ты выразился, и немало людей приходит. Я тебе скажу, что вопросы абсолютно совершенно разные. И не касающиеся религии. Кто-то приходит, спрашивает про религию, другие задаются вопросами вот сегодняшнего мироздания, как мы живем. Вот вопросы с ингушами, то, что мы с тобой обсуждали. Есть люди, которых волнует все это. Не все общество сегодня такое умиротворенное в своем незнании. Нет, наоборот, есть люди, которые понимают, что так же нельзя. За советами приходят. Часто приходят, объясни вот ту или иную ситуацию. Приходят с предложениями, приходят с просьбами. У нас такая ситуация, как нам из этого выйти, как нам быть. И я считаю, что любой вопрос, который касается человека, он касается религии, так или иначе. Потому что мы, мусульмане, да и православные тоже, когда решаешь какой-то бытовой вопрос, ссору, конфликт, еще что-то, ты исходишь из религиозных понятий. Это однозначно. И вот не могу тебе это сказать конкретно, но вопросов очень много, очень много. Вообще, из родственников, из числа не мусульман, многие ли за счет вас лично приняли ислам? Ну, я скажу так, что, во-первых, все родственники, они в любом случае, как они считают, что они мусульмане. Они не придерживаются тех канонов, которые полагаются, но они четко считают, что они мусульмане. Те люди, которые не мусульмане, ну да, принимают, конечно, принимают, когда объясняешь, когда наша задача делать дават, наша задача не принуждать, нет в религии принуждения, но показывать красоту нашей религии. Чтобы человек осознал сам. Конечно, говорить о ее таких прекрасных характеристиках, как доброжелательность, милосердие, честность, доброта, сострадание. Мы об этом говорим. И самое главное здесь не только говорить, но и показывать. Когда ты говоришь одно, а делаешь совершенно другое, до людей это не доходит. Когда ты грубым голосом вещаешь, когда ты стараешься их унизить, вот наша религия такая, а вы кто там? Конечно, результат обратный. Обратный результат. Я могу тебе пример такой привести, прекрасный пример. У нас был муэдзин здесь, Энвер Чагадзе. Я его назвал волшебный голос Владикавказа. И однажды я нашел кусок газеты, именно нашел, я это подобрал. Пишет одна девушка, она со Ставрополя. Я была в гостях в городе Владикавказе, прекрасный парк, озеро.
лебеди, там много о чем-то говорила. Мы гуляли с девочками, и вдруг я услыхала какое-то пение. Я спросила, что это такое. А мне показали с другой стороны телека мечеть. Это, говорит, оттуда раздается. Я заинтересовался и говорю, можно пойти посмотреть? Ну, давай. Они пришли, и к нам вышел, говорит, благообразный старик. И он так хорошо рассказал об исламе, что я уехал домой, стала искать мусульман, и альхамдулилля, я мусульманка. Как воздаться этому человеку вот за вот это его мягкое увещевание? Я пришел, говорю, Энвер, это вот ты. Я прочитал, он поулыбался. Ну, здесь много же туристов приходит, а он все время в мечети был. И один его вид о многом говорил, достоинство его улыбка, его глаза, его взгляд, его слово мягкое, его даже не очень правильный русский язык, он вызывал такое, даже умиление вызывал. Изюминка своя. Конечно, я думаю, что очень много людей, глядя на него, из туристов задумывались, а что это за религия, ислам. Я не знаю, сколько человек его приняли, но что он оставлял след в душе. Когда его не стало, как-то приехала сюда опять группа, и одна женщина подошла. А где, говорит, ваш старик, который здесь был? Ну, отвечать его нету, она начала плакать. Пусть Аллах простит ему его Это грехи. ислам. Вот. Да. Одна встреча этого человека, она заплакала. Вот если мы будем идти по этой стезе, если мы будем понимать, что наша доброта, наше сердце, и все, что нам дано Всевышним Аллахом, только для того, чтобы творить добро, творить вокруг себя, где ты можешь, я думаю, мир станет другим, если люди поймут, Однозначно. что ислам, что религия только для того, чтобы ты творил добро. Только для этого. А не так, как представляют. Абсолютно. Чтобы ты улучшил свой нрав и творил добро. А не так, как многие представляют. И нерелигиозные люди, и часть наших с тобой В том числе, к братьев, сожалению. да, К сожалению. братьев и сестер. Иногда заглянешь в интернет, я как-то один раз задал вопрос, страсти поутихли. Там такой бой шел, и женщины там вмешались, осетины, ингуши. Я написал, а здесь мусульмане есть? И сразу все убрались с этого поля. А не забывай, что они мусульмане. Ты никогда не докажешь силой, криком и грязными словами никому ничего. Ты только вызовешь негатив обратный. Вот люди это не понимают. В исламе же сказано, что даже если ты прав в ссоре, если ты первый остановишься и завершишь этот спор, тебе это воздастся благом двойным. В раю, Да. в раю. Да. Аллах дом обещает, в центр рая. Хаджимурат Харумович, я в силу различных обстоятельств, я и в школе, и в университете, и на работе, и по сегодняшний день знаю, со мной много учились и работали люди осетинской национальности. И парни, и девушки, и взрослые, и старый млад, как говорится. Я замечаю, что мусульман становится больше. Мое наблюдение, оно имеет закономерный оттенок. Действительно это так? Это однозначно так, конечно. Если 10 лет назад в мечети было во время пятничной молитвы 4-5 рядов, то сегодня мечеть забита и в зале, и на балконе, и еще на улице молятся. Это факт. То, что люди принимают ислам, это вы понимаете, что столько лет, когда религия была запрещена, она же не пропала же никуда. Она находилась в этих домах. Она находилась в речах, человек свою лексику не меняет. Она находилась в умах бабушек, дедушек, отцов, матерей. Так или иначе, пространство религиозное, оно было. Когда сегодня говорят, что было под запретом, религии не было, не так совсем. Под запрет был полный, но религия была. Кто может в моем уме, в моем сердце запретить мою религию? Никто. И она касалась этих людей, детей, которые росли. Пришло время, когда появилась свобода, принят закон о свободе совести, отдали нам мечети. Не все отдали, но что-то отдали. Люди начали учиться, уезжать. То есть ислам стал не просто каким-то абстрактным понятием и незнанием, невежеством, которое оно было, но уже появились люди, которые приносили ислам, которые его проповедовали. Люди приходят в мечеть, начинают интересоваться. И это естественно, что число мусульман стало увеличиваться. И не только число мусульман, число верующих людей.
оно однозначно. Тот баланс, который он есть, он сохраняется, конечно, но людей намного больше стало верующих, и среди верующих атмосфера стала совершенно иной. А в целом, как реагирует в целом народ на вот, Ну, прирост, скажем я так? понял, той боязни, которая была, например, 10 лет назад, у народа уже нет. Народ стал понимать, они раньше боялись платков. Ну, помните, и время какое было. И взрывы были, и война была рядом с нами. Очень много было такого негатива. И Ощущалось только те негативное люди, ощущалось. которые ненавидели ислам и боялись ислама, они же только поэтому так и освещали. В любой ситуации они обвиняли мусульман, не мусульман, а именно религию, что-то именно из этой религии. Сегодня люди начали понимать, что это совершенно не так. Что есть, да, есть люди, которые в исламе не до конца осознают уровень своей религии, ответственность перед Всевышним. Есть такие люди. Но основная масса же живет уже по-другому. И это тоже сказывается. Я считаю, сегодня общество стало другим в этом отношении. Менее таким боязливым и опасным по отношению к исламу. Сегодня очень много мероприятий проходит и в высших учебных заведениях. И мы видим интерес молодежи к исламу, потому что задают вопросы, не те вопросы, которые задавали, например, 10 лет назад. Более глубокого характера. Более глубоко продуманные вопросы. То есть человек интересуется, уже в глубины ислама заходит. А почему? Он уже о нраве говорит, он уже говорит о душе. Если раньше только о платке говорили, о атрибутах ислама, сегодня говорят об исламе. Уже понимаете. И многие задают вопросы. А я вот там читал вот так. То есть люди интересуются. Это не может не радовать. Это как раз мы, когда говорят, когда нам говорят, что вы вот стараетесь одеяло на себе тянуть, увеличивать число верующих, я говорю, абсолютно нет. Это от нас вообще не зависит. Это промысел Всевышнего Аллаха. Но мы хотим улучшить качество мусульман. Это однозначно. Мы хотим, чтобы мусульмане были такие, о которых написано, те, кто призывает к благу, кто порицает негатив. Мы вот этого хотим. И поэтому идет обучение во всех наших селах. Стараемся с детства уже детей, которые приходят в мечеть, и обучать их хадисам, и смыслу этого хадиса, смыслу ислама обучаем. И я в детях тоже большие вижу перемены, которые говорят, вот в нашем доме, мои внуки, например, они очень часто, я слушаю, как они друг с другом разговаривают, это харам, нельзя этого делать, Аллах накажет. То есть люди, если мы росли и боялись наказания родителей, не понимая, почему нельзя это делать, сказала мама или папа, нельзя этого делать, все. Сегодня эти дети понимают, почему. Более осмысленный подход. Абсолютно. Совершенно другая постановка у них ума. Я думаю, это как не должно радовать. Я думаю, если все будет нормально, и нам удастся вырастить вот это поколение, будет совершенно другое общество. Будет милосердие, будет взаимоуважение. Это все то, что нам очень сильно Проповедует. жизненно необходимо. То, что не хватает сегодня, да? Совершенно У верно. вас много внуков? 7. Всем, машалла. Пока. А какой самый ценный совет, на ваш взгляд, вы когда-либо давали? Прийти в религию, обрести в своей душе Аллаха Всевышнего. Я им когда объясняю, и когда им нравится мое объяснение, я говорю, а понимаете, почему я так объясняю? Вот вы в возрасте, вы вот там начинаете раз. Нет, только исходя, что аспект, взгляд на эту ситуацию, он религиозный, исходя из ислама. И вам бы лучше всего познать эту религию. Прийти в религию, придите в религию, откройте свое сердце Всевышнему, и вы увидите, как изменится ваша жизнь. Ваше миропонимание изменится. Многие задумываются. Хаджи Мурат Харумович, можно ли вам задать вопрос личного характера? Попробуй. Все мы не безгрешны. Да, это... Может сегодня, может завтра, может послезавтра, когда-либо мы можем согрешить, мы люди. О каком аяте из Священного Корана или суре вы вспоминаете, когда, как бы это, не поймите это неправильно, когда вы намереваетесь согрешить, о чем вы вспоминаете, какие строки из Священного Корана? В отношениях с людьми это всегда бывает тот аят, который, наверное, обо всем говорит. Не войдет из вас в рай никто, пока не уверует. И не уверуете вы, пока не пожелаете своему брату того же, что желаете себе. Мы же все этот аят знаем.
Мы же им козыряем, мы же говорим, когда кого-то к чему-то привлекаем или когда увещеваем, но не к себе. Про себя мы забываем. Потом вспоминаем, ну как, я же вот думал, я же сказал, я же сделал. Вот это, а я не войдете в рай. Это бессмысленно, что ты делал. Ну, не бессмысленно, конечно, это грубо сказано, но банкротами, как нам сказано в другом аяте, очнетесь банкротами, что вы столько сделали, а это все будет не учтено. Вот это, наверное, самый сильный. Ну и там еще есть аяты, о которых ты содрогаешься, когда читаешь. Мы же, человек так устроен для его же благосуществования, что мы быстро забываем такие вещи. Мы совсем-то их не забываем, но в обыденной, в бытовой жизни мы как-то про них забываем, потом вспоминаем. Поэтому я думаю, что мы должны всегда думать о том, что есть состояние, такое самое великое состояние человека верующего, что он понимает, что за ним все время наблюдает Всевышний Аллах. Он должен понимать, что он находится в зоне влияния Всевышнего всегда. Вот это самая серьезная вещь. Предположим, что есть в обществе лидер. Человек-лидер. Как этому человеку, на ваш взгляд, консолидировать это общество вокруг себя и стать полноценным лидером с общей целью, чтобы люди его поддержали? Как вы Быть думаете? искренним. Сильнейшая вещь. Быть искренним всегда во всем и быть справедливым. И люди тебя увидят. Мы же зачастую не искренни. Зачастую. И я тоже. Мы говорим одно, думаем о другом, а здесь думаем, а потом начинаем вспоминать опять, а вот здесь не так было. Мы как-то не всегда говорим, как нам сказано, слово правое. Мы не всегда порицаем порицаемое. Это же лицемерие. Мы знаем, мы понимаем, но не делаем этого. Из-за человека какого-то, из-за ситуации. Особенно относится это к родственникам. Мы Особенно боимся. к родственникам, к Боимся власти говорить. относится. Да. Мы боимся, что человек обидится на тебя. Мы боимся. Мы не боимся, что Всевышний Аллах посмотрит на это совсем другим. Ты выглядишь там совсем с другой стороны. Вот об этом мы не думаем. Это самое, я считаю, что человек должен быть искренним и справедливым. Одним из примеров личных для меня это мой дедушка. Я знаю, что многие ингуши не осведомлены, что он был имамом Назранской мечети. Я этого не знаю. Хатыбом, да, 2 года. Не было, у них кто-то учился, и пришло к нему общество, он чисто по-ингушски разговаривал, по-чеченски, по-арабски, по-кабардински, он знал очень много языков. И к нему пришли представители Назрани и попросили быть хатыбом 2 года. Он был имамом Хотовской мечети. Хотовская мечеть была самая большая мечеть в то время на Северном Кавказе тоже. Для многих это новость. Самая большая мечеть. Сейчас же очень много мусульман проживает в Ильхотово. Я бы не сказал бы. Мусульман много, но те, кто ходит в мечеть, пока их мало. Ну, наверное, для этих людей была построена тогда, в те времена, мечеть такая большая. Так вот, пример в чем моего деда. Он был искренним человеком, и был справедливым человеком, и был добрым человеком. Я об этом неоднократно говорил в интервью. Быть добрым и справедливым в нашем с тобой понятии в сегодняшнее время это невозможно. В силу разных обстоятельств. Конечно, ты сожалению. можешь быть рассуждать спор справедливо между 2 людьми, но для одного ты становишься человеком, который его где-то Ущемил, скажем ущемил, можно мягко сказать. Так же? так. Эго его, скажем Так вот, дедушка, к нему так относились, что все были абсолютно уверены в справедливости и в искренности. Не было возмущения, когда он рассуждал. Это самое высочайшее, наверное, достижение, когда мне про него вспоминают, рассказывают. Одним из самых больших эпитетов всегда было «он добрый был, он добрый был, он добрый был». Я думаю, как можно доброму человеку быть справедливым? Невозможно. Но это уровень искренности, это уровень имана. И те люди, которые были вокруг него, именно это и понимали и воспринимали. Поэтому его слова воспринимались как окончательный вердикт, и возмущения не было. Мы вначале обмолвились о том, что будем говорить о дружбе в целом. Переходя к этому вопросу, хотел вас спросить, как часто вы бываете в ингушских семьях в гостях?
И с кем из знаменитых личностей, может быть, именитых личностей посещаете дома? Я перечислять их не буду, их немало. И когда перечисляешь, кого-то забудешь, а потом вы знаете... Видится как еще. это. Да, почему ты про меня А ничего может, не они сказал? чаще будут приглашать после этого? Мы очень часто бываем. И бываем здесь, конечно, в наших вот, в пригородном районе, где здесь наши живут ингуши. У Кумыков бываем, в Кизляре, в Ингушетии бываем. С очень многими людьми разного уровня, и светского уровня, и уровня религиозного. Встречаемся, очень благожелательно нас встречают, и мы тоже радуемся. Ну, я скажу, что встречи не носят такого характера, что вот к нам осетины приехали, или вот ингуши приехали. Нет, воспринимается очень нормально. Я Приехал считаю, гость? Конечно, приехал, Гость я в гости приехал. Вот радость не от его национальности, а то, что он гость. То есть уже здесь нет вот национального признака, оттенка, который мы часто добавляли или добавляют некоторые люди. Нет, вот это же хорошо. Я очень часто бывал, сейчас реже бываю, в Назране, в Магасе, в других городах, селах. И, ну, я везде встречаю уважение. Я везде встречаю тот колорит, который присутствует. Как раз вот вы сейчас до этого задали же вопрос, что больше, да, национальность или ислам. Вот там видно и то, и то. Там видно и адаты, обычаи, и адабы видны. Там все видно, и отношения видно. Это прекрасно. Если это будет, вот как раньше, проникать в наши села поглубже, наше обоюдное стремление обрести друга, то, я думаю, это тоже выровняется. Нельзя так жить, как мы сегодня живем. Я категорически против этого. Как мы живем? Когда меня спрашивают, да, мы живем нормально. Вот будем брать отношения с ингушами. И у них отношения к нам нормально, и у нас с ними нормальные отношения. Но это же бывает до поры до времени. Да. Не дай бог, какая-то бытовая ссора, авария, еще что-то, драка. Все мгновенно вспыхивает, сразу возникает два лагеря. Нельзя жить в ожидании очередного ЧП. А мы сегодня так живем. Многие, может быть, не осознают этого, а это есть такая ситуация сегодня. И когда что-то случается, это не такое, ну как так, ага, вот, а ну-ка давай, что будем делать? Так не должно быть. Понимаете, когда мы вот так размышляем, когда мы так думаем, дети же это впитывают. Сегодня дети растут, они видят настроение старших, слова старших. И они также растут в состоянии этого ЧП, в ожидании его. Этого быть не должно. ЧП должно быть, оно случается, никуда не денется. ЧП, где все общество, неделимое на мусульман, не мусульман, на ингушей, на осетин, встает и делает то, чтобы это быстренько успокоить и умиротворить. И впредь те люди, которые растут, живут, общаются, должны не допускать этого, стараться никогда этого не допускать. Вот это, если мы достигнем этого, я думаю, будет совсем другая история нашего соседства. Другая история. Она должна быть. Я бы сказал, это было бы возобновление, наверное. Вот я сейчас это хотел продолжить. Вот нельзя жить этими 3 десятками лет, которые прошли. Надо вернуться к тому состоянию. У нас не будет других. Мы как жили, так и будем жить. Всевышний Аллах дал нам эту землю, дал соседей, дал все, что Он нам дал. И мы не можем встать, уехать куда-то, обрести других соседей. Кому нужны? Кроме как друг другу. Вот об этом никто не задумывается. Ты никогда не обращал внимания, что если ингуши и осетины находятся за пределами Кавказа, например, в Москве, Ленинграде, в Питере, в других местах, они быстро находят друг друга и сближаются. Не замечал ты это? Я могу даже привести примеры того, как, скажем, расстояние от дома сблизило от представителей Абсолютно. других народностей. Я раньше очень много ездил. Я боюсь летать, если честно. Даже не то, что боюсь, избегаю вот этих полетов. Лучше наземный транспорт. И вот на дорогах часто бывало останавливаешься. И это может быть и осетин, и дагестанец, и чеченец, и кто угодно. И не обязательно останавливаешься своим, когда видишь 06-й регион на машине. Помогаешь всем. И даже вот этот элементарно, вот этот маленький фрагмент в дальнейшем оставляет, я думаю, положительный оттенок. И для меня в том числе, я могу это утверждать, и для этого человека, которому мне приходилось помогать.
Бывало, что наоборот, мне останавливались, у меня там колесо взорвалось и так далее. Вот эти моменты, они всегда сближают. И то, что вы говорите, что два человека встретились вдали от Родины, это действительно имеет место быть, по моим наблюдениям. Почему это так? Потому что у человека вот подспудно, подсознание понятие есть, что мы ближе нас никого нет. Мы близки. Мы рождены соседями, Абсолютно. по-другому никак. У нас фамилии переплетены. У нас много, вот сейчас их очень мало. Но раньше было очень много браков совместных. Да. Очень много. Я очень много знал, когда учился. Подходили и говорю, что у меня мама Стенька, у меня мама Стенька. Вот сегодня вот этот водораздел произошел, надо его нейтрализовать, надо убрать, растут поколения детей, которые, к сожалению, многие историю не знают, к сожалению, которые многие не знают этих братских отношений, дружественных, даже в селах вместе живут и нету такого общения. Вот это надо нам, Аллах же с нас спросит, вы же в это время жили, что вы для этого сделали? Я же вам сказал, вы рождены разными народными племенами, что вы познавали друг друга. Как вы познавали друг друга? Вопрос серьезный. Вот если мы до этого дойдем, до уровня имана вот этого религии, будет по-другому. Не зная прошлого, не построишь будущее, не просто так Конечно. же говорят. Я бы хотел задать такой, немножко отойдя в сторону, вопрос касательно похода в гости, скажем так. Вы знакомы с Хамзатом Чумаковым? Да. Лично знакомы? Да. А часто общаетесь? К сожалению, редко. Редко, да? К сожалению. Я бы редко. очень сильно хотел бы сам с ним лично пообщаться. Я периодически бываю. Очень интересный человек. Мне почему-то Очень вы интересный друг человек. друга, Да. такое ощущение, что что-то вас объединяет. Может быть. Мне очень не нравилось, когда были притеснения, какие-то акции против него. Очень даже переживал. Ну, к сожалению, такие страницы жизни были. Дай Бог, чтобы их больше Аминь. не стало. Аминь. Дай Бог. Люди стали понимать, наверное, значимость человека. Я не сказать, что часто, но периодически бываю в мечети, в которой мы сейчас находимся, во Владикавказе. И пятничная молитва, и просто по проездам мимо могу заехать во время той или иной молитвы, помолиться. Замечаю, что людей становится больше, больше, больше. Вы об этом тоже говорили чуть ранее. Этот вопрос ранее обсуждался, я знаю, но тем не менее, одной мечети недостаточно ведь в этом большом городе. Обсуждался ли вопрос о строительстве другой? И ведь с лояльностью властей, как мне это видится, мне кажется, это было бы не проблема. Может быть, уже ведется какой-то разговор об этом. Ну, я бы откровенно скажу, что лояльности такого отношения к мечети я не вижу, ибо давно бы уже выделили место. У нас не то, что необходимость назрела, она перезрела. Люди на улице молятся, на улице, на площади. Проезжают туристы, проезжают местные люди. Это вызывает как раз-таки неприязнь, наверное, потому что вот здесь столпотворение машин, это центр города, гостиницы, рестораны. Мы давно предлагаем, просим, чтобы выделили землю для строительства новой мечети. Но, будучи главой Битаров, Вячеслав Зелимханович, он нам выделил землю под мечеть. Но не было финансов в городе, кадастр не был произведен, межевание не произвели, в кадастр не попал, и конкретно участок не был определен. Вот нам сказали, вот в этом месте, не расписали. Сегодня этот вопрос завис, прямо скажем. Мы об этом очень много говорим, это серьезный вопрос для нас, очень серьезный вопрос. Потому что нахождение вот в этом пятачке, в центре, во время большого наплыва мусульман, в пятницу, в праздники, оно бывает чревато, потому что рядом же рестораны, рядом же еще парк, рядом гостиница. В месяц Рамадан это целый месяц. Да, это история тяжелая, особенно вечерами, когда ночные молитвы были. Ну, вроде сегодня мы пока ответа не получили, но с главой республики договорились, мы написали письмо, определили участок, ждем решения главы. Вопрос очень серьезный для нас и для республики, не только для мусульман. Здесь очень много рядом живут прекрасных людей, которые не мусульмане, которые, я хочу поблагодарить их с таким
как бы сказать, теплотой, с добром относятся и терпят наши пятничные молитвы. Когда здесь машины пройти, во двор заехать нельзя, не К выехать сожалению, нельзя. приходится употреблять слово «терпят». Да, Из-за именно этого. терпят, именно терпят. Я с этим очень часто сталкивался в Москве, когда я жил в Москве. Никаких таких грубых слов нету. Не все понимают, не все, кто-то первый раз заезжает, закрывает, и во двор нельзя проехать. Они приходят во время молитвы, просят машину уберите. А в месяц Рамадан вообще то есть машины закрыты полностью, вечерами, все. Это тяжело. И я благодарен этим жителям, которые понимают эту необходимость нашу. Но тем не менее этот вопрос надо решать, и решать надо властям республики и города. Может быть, наш диалог станет каким-то подспорьем тому, Альхамдулилля, дай Бог, дай Бог, дай Бог. Хаджимурат Харумович, на ваш взгляд, как вы считаете, есть ли у осетинского общества чувство сожаления ввиду того, что, наверное, есть какая-то определенная сложность в восстановлении добрососедских отношений, о котором мы говорили ранее, из-за инцидента 1992 года? Конечно, есть. Я считаю, что у многих думающих людей есть чувство сожаления как у осетин, так и у ингушей. Мы когда разговариваем, особенно со старшим поколением, это выражено более в старшем поколении. У молодых это мало выражено. Они не пережили то, что пережили старшие. Они не увидели то, что было до этого. И поэтому им трудно вот на этом сфокусироваться. У них вот какой-то шаблон есть, и это очень плохо. У старшего поколения есть сожаление. С обоих очень большое сожаление. И разве, ну ты тоже молодой парень, вот после 92 года, когда порядка 10 лет через Ингушетию не ездили осетины в Чечню, в Дагестан, как и ингуши старались не ездить через Осетию, это уже ненормальное отношение к своей жизни, к своим соседям. Этого допустить больше никогда нельзя. Конечно, время прошло, это все сглаживается, но сожаление, что это происходит не так быстро, оно есть. Что оно не возвращается на тот уровень, на котором был, оно есть. Я думаю, что наша задача людей думающих, желающих блага и осетинам, и ингушам, пройти вот этот этап, пройти чем быстрее, тем лучше, ибо поколение за поколением растет. И если мы это не пройдем, мы не сможем воспитывать нашу молодежь в духе взаимоуважения, добрососедства, доброжелательности. А это нам необходимо, это нам надо всем. Я думаю, вот одной из, наверное, задач твоего интервью вот ложиться в эту полку тоже. Одну из целей, которую я заложил, это именно оно есть. Конкретно в интервью я заложил только эту цель. И если мы нашими словами с тобой какую-то лепту внесем в улучшения добрососедских отношений, я буду только рад. Я этому буду неимоверно рад. Простой пример тоже хочу привести. У нас в Икажево есть рынок, ярмарка, назовем так, еженедельная. И там бывают представители и Кабардино-Балкарии, и из Чеченской Республики, из Дагестана. Кто сыр представляет, кто, ну, элементарно разные вещи. А вот представителей из Северной Осетии не бывает. Вот об этом тоже хочется донести зрителю, чтобы с малого можно начинать, правильно? Вот элементарные вещи, с этого. Друг друга звать на какие-нибудь интеллектуальные игры, о которых мы тоже говорили. Я надеюсь, что люди, послушавшие это интервью, наверное, все-таки что-то, наверное, мелькнет в голове, и постараемся, как вы сказали, внести свою Я, к лепту. своему сожалению, даже не знал об этой ярмарке, сейчас впервые слышу. У нас проводится перед Днем города ярмарка, и ингуши бывают. Вот, особенно, когда был Евкуров, они в делегации приезжали. Нас не зовут сегодня, это однозначно, может, и поэтому тоже еще. Но такое тоже имеет место быть. Однозначно, я это не Поэтому отрицаю. надо звать, надо Такой звать. момент имеет место быть. Я не скорее думаю, всего. что осетины откажутся и не поедут. Хаджимурат Харумович, как сократить дистанцию двум народам, нашим народам, чтобы нормально общаться, хотя бы нормально общаться? Как вы видите, даже не метод решения, а хотя бы подход к этому, ваше мнение? Мы не говорим про конкретно взятые личности. Вот мы с вами очень дружелюбно общаемся. Я Обширный вариант. на эту тему, и не я один, я думаю, и в осетинской стороне, и в ингушской об этом очень
часто, может быть, постоянно задумываются люди, которые понимают, что идет жизнь, жизнь продолжается, приходит новое поколение, и вот в таком состоянии, а вот упускать, чтобы общество жило так, это чревато, так нельзя делать. Какие пути? Общество, это слово общество, мы люди общественные, да? Да. Человек – существо общественное. И нам сказано, чтобы мы жили в обществе, дружили. Я считаю, что мы должны по очень многим позициям находить точки соприкосновения. В молодежной среде, в спорте, в знаниях, в культуре, в артистах, в ученой среде. Вот все эти точки должны быть пронизаны встречными движениями. Обязательно. Это должна быть государственная программа для Ингушетии и для Осетии. Государственная, в общей программе. Есть у вас Министерство по делам национальности. Такое же министерство есть у нас. Есть у нас и у вас Министерство культуры, Министерство спорта. Я считаю, что в программе годовой мероприятия этих министерств должны быть у каждого большой блок совместных мероприятий. Большой блок совместных мероприятий. Если мы этого делать не будем, ничего не получится. Если дети растут раздельно, не видят друг друга, не знают друг друга, и мы знаем, что есть люди, которые, наоборот, этой молодежи толдычат, что это наши недруги, в лучшем случае, то как мы хотим все это поменять? Никак. Поэтому я считаю, что вот это должна быть такая мощнейшая работа государственная. Вот люди, которые, грубо говоря, толдычат вот эти фразы своим детям, это, как правило, те люди, которые даже не то, что даже из республики не выезжают, а, как правило, обособленно живут где-то в городе, в селе или еще что-то. Абсолютно ты прав сейчас, абсолютно. И которые не были здесь никогда, и которые не хотят, чтобы и другие были. И вот этот момент надо переломить абсолютно. И пропаганда должна быть государственная. О культуре ингушей мы должны знать. Ингуши должны знать о культуре Осетии. Старшие знают, молодые не знают. У нас столько общего, что просто молодежь, когда будет читать, узнавать, будут поражаться. А почему тогда у нас такие отношения? Я считаю, что это должна быть мощнейшая государственная программа, куда будут входить государственные структуры, исполнительная власть и общественные организации, и религиозные организации, и национальные организации, профсоюзы, да все общество, если мы об обществе же говорим. Если это будет постоянно соединяться в каких-то мероприятиях, проводить совместные мероприятия, планировать их, и знать, изучать историю, литературу друг друга. Сегодня же мы не знаем о литературе ничего. Если мы раньше знали всех писателей, поэтов, всех наших в основном союзных республик, то мы сегодня соседей не знаем. Да, люди не знают, почему та или иная улица несет название фамилии Совершенно. того или другого Кто человека. такой? Он живет на этой улице и не поинтересуется, а почему улица названа вот этим фамилией этого человека. Об этом я очень часто говорю. Это же настолько быть равнодушным к тому, где ты живешь, своей истории, к тем людям, которые до тебя жили. Этого нельзя допускать. Сегодня мы это тоже допускаем. К сожалению. И вот если мы вот эти вопросы разрешим, но дорогу осилит идущий, это же не такая большая проблема. Сделать эти мероприятия и вот начать не диалог. Диалог это разговоры. Диалог может быть один раз, два раза. Да. Мероприятие, соработничество должно быть, содружество, соучастие, сопричастность ко всему, что нас окружает. Вот мы говорим, вот как-то я задумался об экологии. У нас речки протекают через все республики Кавказские. Почему на этой теме нам вместе не быть? Вот здесь начинают приучать молодежь к экологии. Да, все верно. У нас очень много вещей, деталей, фактов, о которых мы не задумываемся. Тем более молодежь никогда о них и не думает. Вы проделываете, я знаю, большую работу в этом направлении. Вот то, что мы, скажем так, инициатором того, что являюсь я сегодня, и мы ведем этот разговор, оно может послужить каким-то Я надеюсь, плюсом? я надеюсь. Я хочу, чтобы импульс, толчок какой-то был. И мы-то вот, даже мы, религиозные люди, и то проводим эти мероприятия не столь часто. Даже мы. А с нас будет спрошено. Вот я для себя такой пример привел. Вот гора, которая находится за Владикавказом, вот в ту сторону. Вот наши отношения с нашими соседями.
Столовая гора, которая? Да. Вот прямо за нами сейчас стоит, да? Вот эта часть Астинская, та часть Ингушская. Вот мы не знаем о той части Ингушской. И те я в этой не знаю части. Вот это же плохо. Вот она, наглядный пример. Могу сказать, что, ну, в целом, наверное, да. Но многие посещают, потому что я туда поднимался 5 раз. Я сейчас не о некоторых говорю. Вот те, кто Маленький приезжает в пример, Джейрах, настолько бывают удивлены. Это же гора той страны, какая она, ну там южная сторона же. Да, да. А до этого же никто об этом не думает. Ну стоит гора и стоит, а что за ней? Кто там живет? На этой горе и Грузия видна, и равнина видна, и Владикавказ, там очень красивые виды. Поэтому надо, да, вот организовать какой-нибудь совместный поход на эту гору, У нас, восхождение, например. через нас всех Сунжских хребет проходит. Речки проходят. У нас много такого, который обязывает Аллах нас: изучайте, дружите, смотрите, будьте вместе. Кстати говоря, по поводу совместного восхождения. У нас в Ингушетии ежегодно 4 июня в День Республики проводят национальное восхождение туда. И я думаю, что можно даже постараться пригласить осетинскую сторону. И У вас есть совершить- парень, который зашел на Джамалунгу, да? Знаете это? Я не знаю. Вот видите. Тренер университет наш. Ингуш, который... Ингуш зашел на гору. Я- Первый ингуш, который зашел на эту гору. Это лет 6 назад. Нет, Готовился у это нас. был не первый. Первый был еще Гелатхо, из рода Гелатхо. А вот фамилию, о котором вы говорите, я забыл, если честно. Вот я тоже забыл. Он мне принес кусочек скального грунта оттуда. Оно у меня там хранится. Ага. Это наш тренер, наш председатель федерации. Я могу занимается. больше сказать. Есть первый олимпийский чемпион из Чечено-Ингушетии 1988 года, Исраил Арсамаков. Сподвиг его, он является олимпийским чемпионом в тяжелой атлетике. Сподвиг его, во всяком случае, по той информации, что я читал, забыл фамилию, но осетин, который сказал, что тебе нужно заниматься именно этим видом спорта, а не вот тем, чем он Дзгоев. занимал ранее. Я не помню фамилию. Дзгоев. Он боролся, он сказал: Дзгоев, по-моему, да, да. ты займись вот этим, там твоя перспектива, да. Да, именно так, именно так. Я знаю. Поэтому, ну, мы... Это мы сейчас две вещи мы можем называть и Да, называть. конечно, конечно. Их очень конечно. много. Поэтому, Люди забывают, что до нас тоже жили осетины ингуши. И до них тоже жили осетины ингуши. так как раз таки жили они, пытались там бороться, я не знаю. Так между жили собой вместе. распри. А сегодня вот Именно мы жили. на этой земле находимся, и у нас вот я только за. Мы будем стараться, вот я имею в виду про молодое поколение. Во всяком случае, мое окружение очень лояльно и вот поддерживает ту цель, которую я заложил, скажем так, одну из целей. Поэтому будем стараться.